Доброе утро, Вести Чувашия начинает новый информационный день. Сегодня четверг, 22 октября, в студии Анна Давыдова. Плюс 47 зараженных коронавирусом за сутки. На 21 октября количество заболевших COVID-19 в Чувашии с начала пандемии превысило 9300 человек. Выздоровели 7754, скончались 119. В республике продолжают усиливать санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с инфекцией. Так, с начала недели в Чебоксарах увеличилось количество проверяющих мобильных групп, усилился контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, заведениях торговли и общепита. В подъездах многоквартирных домов активно проводят дезинфекцию, также обеззараживают проезжую часть, тротуары, общественные территории и места отдыха. Также сегодня в Доме правительства пройдет очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Участники обсудят текущую эпидобстановку в регионе, об итогах заседания и принятых решениях мы расскажем в наших дневных и вечерних выпусках. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства Алексея Кокеля. В честь памятной даты на малой родине художника в селе Тарханы Батыревского района возвели памятник живописцу. Весной в селе после реконструкции открылся музей, посвященный мастеру, а сейчас рядом со зданием установили памятник. Инициатором его возведения стал земляк художника, академик Лев Кураков. Творчество Алексея Кокеля в Тарханах любят и ценят, рассказывают местные жители. Молодежь часто устраивает тематические мероприятия, пленэры, посвященные живописцу. Немало знаменитых людей дала миру чувашская земля. В планах Льва Куракова поставить памятники языковеду Николаю Шмарину и востоковеду Иокинфу Бичурину. Специалисты отмечают в стране рост детей с дефектом речи. Только в Чебоксарах больше 1000 малышей посещают логопедов. Врачи работают с ними в специальных учреждениях, а также в детских садах. Для того, чтобы встать на учет и получить квалифицированную помощь, ребенку нужно пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. После заключения родители могут встать в очередь на занятия с логопедом как в свой детский сад, так и в любое специализированное дошкольное учреждение. Специалисты просят родителей быть внимательнее. Если ребенок не научился говорить правильно до 4 лет, не стоит медлить, нужно обратиться за помощью к врачу. Ведь в большинстве случаев дефекты речи можно устранить до школы. Ежегодно в столице республики к логопедам записываются около 1200 детей с различными нарушениями речи. За последнее время, благодаря увеличению количества специалистов, очереди удалось сократить в 2 раза. В Чувашии определили народного участкового 2020. На звание лучшего инспектора претендовали 13 человек. По результатам онлайн-голосования на сайте МВД Чувашии наибольшее количество голосов набрал участковый отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Чебоксары Айрат Умеров. В органах внутренних дел капитан полиции работает с 2007 года, более 6 лет в должности участкового. В его ведении находятся 12 многоквартирных домов и более 3500 жителей Новоюжного района. Сейчас полицейские готовятся представить нашу республику на всероссийском этапе конкурса МВД, где с представителями других регионов будет бороться за звание лучшего инспектора страны. Развитие событий в наших дневных и вечерних выпусках новостей, а также на сайте ГТРК Чувашии в наших социальных сетях. До встречи в эфире.